Сегодня об Иисусе и поговорим. Šiandien apie Jėzų ir pakalbėsime. Практически в течение всего служения Иисуса Христа на земле Viso Jėzaus tarnavimo metu žemėje он подвергался нападкам религиозной элиты того времени. jis buvo puolamas religinio elito tų laikų. Там фарисеи, садукеи, помните, были такие партии. Fariziejai, sadukėjai, prisimenat, buvo tokių partijų, Законники. buvo rašto žinovai. Иногда к ним присоединялись придворные Ирода, иродиане они называются. Ir kartais buvo Erodo sekėjai, tai yra Erodo dvariškiai. Чаще всего они пытались поймать его на каких-то противоречиях закону. Ir dažniausiai jie bandė jį pagauti, kai dėl kažkokių įstatymų prieštaravimų, Для того, чтобы показать, что его учение, оно такое абсурдное какое-то. tam, kad galėtų parodyti, kad jo mokymas yra absurdiškas Чтобы можно было в чем-то его потом обвинить. ir kad būtų galima jį vėliau apkaltinti kažkuo. И вот уже в конце служения Христа, когда он был последний раз в Иерусалиме, Ir Jėzaus tarnavimo pabaigoje, kai jis buvo Jeruzalėje, когда он находился в храме, он учил народ, kai buvo šventykloje įmokė tautą, вот эта вот партия, они просто все вместе предприняли такой массированный штурм Христа. tai tos partijos tiesiog visos kartu taip šturmavo Kristų. Вначале фарисеи с иродианами подсылают своих учеников к Иисусу с вопросом, позволительно ли подать кесарю. Pirma, fariziejai su Erodo sekėjais siunčia savo mokinius pas Jėzų, kad paklaustų, ar reikia mokėti mokesčius Cezariui. И тогда прозвучали вот эти знаменитые слова «Кесарю Кесарева, а Богу отдавайте Божье». Ir tada nuskambėjo tie žymų žodžiai, kad Dievui atiduokite kas Dievo, o Cezariui kas Cezariaus. Потом подходит саддукеи вот с их коварным вопросом, как там будет на небесах. Po to prieina sadukėjai su savo tokiu klastingu klausimu, kaipgi bus danguje. Какие там будут такие родственные связи, потому что приводит как пример, когда женщина имела многих мужей, Ir kokiegi ten bus giminystės ryšiai ir pateikia tokią pavyzdį, kai viena moteris turėjo daug vyrų. и когда они там будут, кто будет ее муж. Ir kai jie bus jau ten, tai kasgi bus jos vyras. А в конце сами фарисеи уже подходят, посылают такого парламентера с одним вопросом. O galiausiai jau fariziejai siunčia tokį vieną žmogų su vienu klausimu. Уже, наверное, спрашивать не знали, что. Ir turbūt jau nežinojo, ko paklausti. Это они задали такой вопрос. В Матфея 22 глава с 36 стиха. Iš Mato Evangelijos 22 skyrius nuo 36 eilutės. Они спросили: учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ir jie paklausė, mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatymė. И Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Ir Jėzus jam atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą į visų savo protų. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Ir antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Šiais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. В прошлый раз Аксар говорил, касался вот этой второй части того, что сказал Иисус, второй заповеди: возлюби ближнего своего, и как мы практически можем это делать. Praeitą kartą Aksaras kalbėjo kaip tik antros dalies tema. Mylėk savo artimą kaip save patį ir kaip mes galim tai daryti. А сегодня о первой поговорим. Возлюби Господа Бога твоего. Pakalbėsim apie pirmą dalį, mylėk viešpatį savo Dievą. И Иисус говорит, что эта заповедь – это основа всего Писания. Ir Jėzus sako, kad šis įsakymas yra viso rašto pagrindas. Тогда Нового Завета не было. Иисус сказал, что это основа всего. Закон и пророки – это Ветхий Завет. Tada dar Naujojo testamento nebuvo, o įstatymas ir pranašai tai yra Senasis testamentas. Это то, на чем он основывается, то, что лежит в его основе. Tai yra tai, kas yra visako pagrindas. Заповедь любить Бога. Įsakymas mylėti Dievą. И заповедь, знаете, это такой не просто красивый афоризм. Ir įsakymas tai nėra toks gražus aforizmas. Это, знаете, когда вот человек умирает, говорит: я хочу там заповедую тебе что-то такое, что ты должен где-то глубоко в сердце хранить. Ir žinote, kartais būna, kad žmogus miršta ir sako, aš noriu tau paliepti kažką padaryti ir kažką sako, ką tu turi išsaugoti savo širdyje. Какая-то такая народная мудрость. Kažkokia gal liaudiška išmintis. Или там изречения каких-то особых духовных людей.
arba kažkokių labai dvasingų žmonių pasisakymai. Слово, которое переведено у нас как заповедь, по-другому еще переводится как приказание Ir šitas žodis įsakymas gali reikšti ir paliepimą. или поручение. Paliepimą. Божьи заповеди – это то, что мы должны исполнять, то, как мы должны жить. Ir Dievo įsakymai mums privalomi vykdyti ir mes taip turim gyventi. Если ты верующий человек, принял решение идти за Христом, Jeigu tu įsitikinti žmogus ir prieimi tokį sprendimą sekti paskui Kristų, есть определенные заповеди, повеления, которые надо исполнять. yra tam tikrų įsakymų ir paliepimų, kuriuos turi vykdyti. А если не исполняешь вопрос, являешься ты верующим человеком. O jeigu nevykdai, tai klausimas, ar tu įsitikinti žmogus. Как-то видел такой ролик с названием «О чем многие христиане не задумываются». Ir mačiau vieną tokį įrašą, kuris vadinasi, apie ką daugelis krikščionių nesusimasto. Знаете, сейчас очень так популярны вот эти вот такие громкие лозунги, какие-то названия. Вот надо громко назвать, тогда кто-то будет смотреть это видео. Žinote, dabar labai populiarūs yra tokie skambus pavadinimai, kad tikrai peržiūrėtų. Так, 10 шокирующих фактов о Иисусе, которых вы не знали. Pavyzdžiui, Все начинают смотреть, что ж я не знал. 10 šokiruojančių faktų apie Jėzų, kurių jūs nežinojote. Ir tada žmogus žiūri ir galvoja, ko aš nežinojau. И там, видимо, в этом ролике мусульманин говорил о том, что Иисус говорил на арамейском языке. Ir šitame įraše musulmonas kalbėjo apie tai, kad Jėzus kalbėjo aramėjų kalba. И на арамейском языке слово «Бог» звучит как «Элохим», Ir aramėjų kalba žodis Dievas skamba kaip Elohim, а если правильный, то «Аллах». o jeigu teisingai, tai Allah. И вот Иисус называл своего отца Аллахом. Ir Jėzus vadino savo tėvą Allahu. Вот, и в мусульманстве Бог это вот тоже там Аллах. Ir musulmonų Dievo vardas taip pat yra Allah. И потому там вот вера более правильная. Ir todėl štai ten tikėjimas yra labiau teisingas. Но дело в том, что Бог это не имя. Bet reikalas toks, kad Dievas nėra vardas. Богом мы называем того, кто не был сотворен, Dievu mes vadiname tą, kuris nebuvo sukurtas, кто несравненно выше, мудрее нас, kuris daug aukščiau yra už mus ir išmintingesnis už mus. кто обладает такими качествами, которыми не обладает ни одно сотворенное существо. Ir kuris turi tokias savybės, kurių neturi nei viena sukurta būtybė. И помните, когда Моисей стоял при горящем кусте, когда Бог ему явился, Ir prisimenat, kai Mozė stovėjo prie degančio krūmo, kai jam atsiskleidė Dievas. и он спросил у Бога, как имя твое, когда Бог послал его к народу, он говорит, как тебя зовут, меня же спросят об этом. Ir jis tada paklausė, kai Dievas buvo pasiuntęs jį pas izraelitus, tai koks tavo vardas, manęsgi paklaus apie tai. Мне нужно будет как-то тебя назвать, какой Бог меня послал. Ir man reikės kažkaip pasakyti, pavadinti tave, koks Dievasgi mane pasiuntė. И даже тогда Бог, по сути, не назвал какое-то имя. Ir Dievas tada iš tikrųjų nepasakė kažkokio vardo. Мы как бы сейчас говорим-то Яхве, да, то есть я есть, кто я есть. Ir mes taip sakom Jahve, tai yra aš esu, kas esu. И потом на протяжении всего Ветхого Завета те имена Бога, которые мы знаем как имена, это его характеристики, это то, как характеризует это Бога. Ir Sename testamente mes matom daug Dievo vardų, kurie iš tikrųjų nėra vardai, o yra charakteristikos, kurios charakterizuoja Dievą. Однако в Иисусе мы можем персонализировать эту заповедь, любить Бога. Bet Jėzuje mes galim tą įsakymą personalizuoti, mylėti Dievą. Теперь мы знаем, кого мы должны и кого мы любим по имени. Dabar mes žinome, ką turime mylėti ir ką mylime, žinome jo vardą. И когда на берегу Генесарецкого озера Иисус задал Петру вопрос, Ir kai Genesareto ežero pakrantėje Jėzus uždavė Petrui klausimą, такой, пожалуй, самый важный вопрос в жизни Петра, labai svarbus, turbūt svarbiausias Petro gyvenime klausimas, когда он спросил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» kai jis paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar tu myli mane? И получив такой утвердительный ответ, говорит: «Конечно, люблю тебя». Ir gavęs teigiamą atsakymą, tokį taip, aš myliu tave. Иисус говорит: «Паси моих овец». Jėzus atsakė, tai ganyk mano avis. Если любишь Бога, Бог доверит тебе самое ценное. Jeigu tu myli Dievą, tai Jisai patikės tau vertingiausius dalykus. А потом Петр услышал слова Иисуса: «Иди за мной». O vėliau Petras išgirdo Jėzaus žodžius, eik paskui mane. И в Евангелии от Иоанна это последние слова вообще Иисуса. Ir Evangelijoje pagal Joną, tai yra iš viso Jėzaus paskutiniai žodžiai. Это последние слова, которые были сказаны к Петру.
Tai paskutiniai žodžiai, kurie buvo pasakyti Petrui. И самое интересное, что в Евангелии от Матфея это первые слова, которые Петр слышит от Иисуса. Ir Evangelijoje pagal Matą tai yra pirmi žodžiai, kuriuos Petras išgirdo iš Jėzaus. Когда Иисус призывает его и говорит: «Иди за мной». Kai Jėzus pašaukė jį ir pasakė, sek paskui mane. То есть это то, с чего начинается жизнь Петра с Иисусом. Tai yra nuo ko prasidėjo Petro gyvenimas su Jėzumi. И то, что Иисус говорит последнее перед расставанием с ним. Ir tas pats, ką Jėzus sako prieš atsiskirdamas, Только уже с другим пониманием, tik tai jau su kita prasme, с другим отношением. su kitų požiūriu. В начале служения Иисус спрашивал Петра, не спрашивал Петра: «Любишь ли ты меня?» Tarnavimo pradžioje Jėzaus neklausė Petro, ar tu mane myli. Наверное, сложно любить человека, которого не знаешь. Turbūt sudėtinga mylėti žmogų, kurio nepažįsti. Но проходит 3 года, Bet praeina 3 metai проходит много всяких событий. ir įvyksta daug įvykių. Что-то разочаровывает Петра, Ir kažkas Petrą nuvilia, что-то ободряет. kažkas padrasina. И вот после всего произошедшего самое время самое время ответить на этот вопрос: любишь ли ты Иисуса? Ir po visko, kas įvyko, pats laikas dar kartą paklausti, ar tu myli Jėzų. И сейчас вопрос такой для тебя и ко мне: люблю ли я Иисуса? Ir dabar klausimas ir jums, ir man, ar aš myliu Jėzų. И почему любить Иисуса, любить Бога — это так важно? Ir kodėl mylėti Jėzų, mylėti Dievą, tai yra labai svarbu. Почему это такая не рекомендация, но указание? Почему без этого невозможна настоящая жизнь христианина? Ir kodėl tai yra ne rekomendacija, bet paliepimas, kodėl be šito neįmanomas krikščionio gyvenimas. Ты не сможешь полноценно идти за Иисусом и не любить Его. Tu negalėsi visavertiškai sekti paskui Jėzų ir jo nemylėti. Сегодня мы поговорим немножко об этом и в следующий раз порассуждаем, как нам это делать на практике. Šiandien mes truputį pakalbėsim apie tai, o vėliau pasvarstysim, kaip mums tai taikyti Как эта praktikoje. любовь должна проявляться в нашей жизни. Kaip tokia meilė turi pasireikšti mūsų gyvenime. Люди, они хотят жить правильно, Žmonės nori gyventi в teisingai. большинстве своем. Правильно и праведно еще. Daugelis nori gyventi teisingai. И для этого нужен какой-то ориентир, Ir jie turi tam turėti kažkokį orientyrą. какой-то камертон, который будет подсказывать, на правильном ли я пути. Turi būti tam tikras kamertonas, kuris parodys, ar mano kelias teisingas. И сигнализировать, если я с этого пути сбиваюсь. Ir turi signalizuoti, jeigu aš nuklydau. И люди выбирают то, что им кажется правильным и верным. Ir žmonės pasirenka tai, kas jiems atrodo teisinga. И кто-то прислушивается к себе, к своему сердцу. Kažkas įsiklauso į savo širdies žodžius. Сейчас это очень популярно, так «загляни в себя» призывают все в интернете. Dabar tai yra labai populiaru, pažvelk į save. Čia visur internete taip skamba. Живи так, как подсказывает тебе твое сердце. Gyvenk taip, kai tau patarė tavo širdys. Знаете, такая фраза: «Сердце не обманет». Ir dar tokia frazė yra tokia: širdis neapgaus. Люди думают, действительно не обманет, надо его слушаться. Ir žmonės galvoja, tikrai neapgaus, reikia klausyti širdies. И это звучит, в принципе, хорошо и даже в чем-то правильно. Ir tai skamba labai gerai ir netgi kažkur teisingai. И нужно слушать своего сердца. Ir reikia klausyti savo širdies. Но это было бы все так идеально, если бы не одно «но». Ir būtų tai viskas idealu, jeigu ne vienas toksai bet. Библия говорит, да и мы сами все знаем, что, как написано, сердце человека, оно лукаво и крайне испорчено. Ir Biblija sako, ir mes patys tai žinom, kad žmogaus širdis yra klastinga ir labai sugadinta. Сердце, оно обманчиво, оно может обмануть тебя. Ir širdis gali ir apgauti tave. Сами того не желаем, мы можем обмануться. Ir mes patys to nenorėdami galim apsigauti. И даже того не заметить. Ir net to nepastebėti. Слово Божие говорит, что путь человека, он прям в глазах его. Ir Biblija sako, kad žmogaus kelias yra tiesus jo akise. И даже написано, что всякий путь. То есть Ir netgi parašyta, kad bet Я kuris всегда kelias. прав. Tai yra aš visą Человек laiką говорит teisus. себе. Jisai pats savo taip sako. в своих глазах ты чаще всего прав. Ir savo akise tu dažniausiai esi teisus. Кто с этим не согласен? Kas su to nesutiks? Но мы иногда понимаем, что наш взгляд субъективен, Bet mes kartais suprantame, kad mūsų požiūris yra subjektyvus и он может быть ошибочен. ir gali būti klaidingas, Он может быть сформирован на каких-то неправильных ценностях. nes jis gali būti suformuotas kažkokių neteisingų vertybių. Люди понимают, что у меня там в семье было что-то не то, Ir žmonės supranta, kad mano šeimoje buvo kažkas ne taip, или я могу как-то неправильно рассуждать и ошибаться. arba aš galiu svarstyti kažkaip ne taip ir klysti. И тогда люди начинают искать ориентиры в таких общечеловеческих ценностях.
Ir tada žmonės pradeda ieškoti orientyrų tokiuose bendrose žmogiškose vertybėse. Мы часто слышим вот эту вот фразу «народная мудрость». Ir mes dažnai girdėjom tą frazę liaudiška išmintis. В смысле того, что вот народ сказал, вот народ ошибаться не может. Ir tai suteikiama tokia prasmė, kad jeigu jau liaudis pasakė, tai liaudis negali И klysti. всякая народная мудрость, она 100% верная. Ir bet kokia liaudiška išmintis yra 100% teisinga. Это выстрадано веками, наши деды так жили. Nes mūsų proseneliai taip gyveno. И поэтому вот эта вот система ценностей, она верная. Ir todėl va tokia vertybių skalė yra teisinga. И люди чувствуют себя защищенными вот в этих вот ценностях общества. Ir žmonės tada jaučiasi saugus. Я помню, как-то Даша пригласила там одну женщину у нас на работе на женское общение. Aš prisimenu, kad Daša pakvietė mūsų vieną kolegę į moterų tarnavimą. И та сказала, не пойду. Ir šitą pasakė, neįsiu. Мне интересно, думаю, а что не пойдешь? Ir aš galvoju, kodėl įdomu, tu neįsi. Говорит, а я старовер. O jinai sakė, o aš santykė. Ну, я знаю эту женщину, она точно не, ну, как бы не старовер. Aš pažįstu tą Поступкам. moterį, ji tikrai nėra santykė. Но ей приятно соотносить себя вот с теми людьми, которые вот верили и издревле как бы верили, по-старому, правильно. Bet jai malonu sėti save su tai žmonėmis, kurie va, tikėjo kažkada, tikėjo nuo seno ir tikėjo, atrodo, teisingai. Но когда люди понимают, что всякая идеология или ценности — это всего лишь человеческие ценности, Bet kai žmonės supranta, kad bet kokia ideologija ar vertybės yra tik žmogiškos vertybės они бывают хороши и правильны, ir tos vertybės būna geros ir teisingos, но иногда и меняются. bet kartais ir keičiasi. Мы знаем, как идеологии разрушаются, и очень быстро то, что вчера было правильным, сегодня уже нет. Ir mes žinome, kad ideologijos kartais greunamos ir tai, kas teisinga buvo vakar, šiandien jau nebeteisinga. Люди обращаются к чему-то более такому основательному. Ir žmonės tada kreipia savo žvilgsnį į tai, kas labiau fundamentalu. Человек может обратиться к Писанию, к Божьему закону, потому что Бог говорит. Ir žmogus gali kreiptis į Dievo įstatymą, nes taip Dievas buvo pasakęs. И мы знаем, что Бог через Моисея дал израильскому народу закон. Ir mes žinome, kad Dievas per Mozę Izraelio tautai davė įstatymą. То есть такие правила и предписания, как «живи вот так вот», Tai buvo tokios taisyklės ir tokie paliepimai, kad turi gyventi va šitaip. и ты будешь прав перед Богом, будешь правильно поступать. Ir tu būsi teisus prieš Dievą, nes elgsies teisingai. То есть живи так вот по закону, и Богу угодишь. Vat gyvenk taip pagal įstatymą ir tu patiksi Dievui. И этот вариант такой самый благонадежный. Ir toks variantas yra labiausiai patikimas, Написано, что закон Господа совершен. nes parašyta yra, kad Dievo įstatymas yra tobulas. И благодаря ему действительно можно жить жизнью, которая Бога порадует. Ir iš tikrųjų, dėka to įstatymo galima gyventi tokį gyvenimą, kuris patiks Dievui. Но и тут есть нюансы. Bet ir čia yra tam tikrų niuansų. Апостол Павел пишет как о факте, что закон был ослаблен плотью. Ir apaštalas Paulius rašo kaip apie faktą, kad įstatymas neteko galios dėl kūno. То есть закон правильный и верный, все хорошо с ним. Tai yra įstatymas yra teisingas ir viskas su juo yra gerai, Но человек грешен. bet žmogus yra nuodėmingas. И закон тут не сработал, зато сработал человеческий фактор. Ir įstatymas čia nesuveikia, bet suveikia žmogiškasis faktorius. Помните, как Иисус упрекал фарисеев? Prisimenat, kai Jėzus prikaištavo fariziejams, Он говорит, вы берете заповедь jis sakė, jūs imat įsakymą и своими преданиями извращаете ее. ir savo tradicijomis iškreipiat jį. То есть берете этот закон и просто делаете его недействительным, несовершенным. Tai yra Он уже не работает. imate tą įstatymą ir padarote jį tokį, kad jis jau nebeveikia. Вам кажется, что вы его исполняете, но на самом деле нет. Ir jums atrodo, kad jūs jį vykdote, bet iš tikrųjų ne. И вот есть вот это правильное такое движение человека от как бы веры в себя, прислушиваться к своему сердцу, к чему-то более основательному и правильному. Ir yra lyg ir teisingas toksai žmogaus noras pažvelgti į save arba kreiptis į kažką, kas yra teisinga. И часто человек приходит к пониманию, что Библия — это правильная книга, все хорошо. Ir kartai žmogus prieina prie tokio supratimo, kad Biblija yra teisinga knyga. Даже говорят, что я же заповеди исполняю. Вот берут там 10 заповедей, говорят, я же заповеди не нарушил, никого не убил, да, ничего не украл. Ir žmogus kartais net sako, ašgi vykdau visus įsakymus, va ten dar 10 įsakymų, ašgi nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau. Но и здесь появляется ощущение, что что-то не так. Bet ir čia atsiranda toks jausmas, kad kažkas ne И taip, чего-то не хватает. kažko trūksta.
И мы же понимаем, что недостаточно просто там прийти в церковь раз в воскресенье. Ir mes suprantame, kad nepakanka ateiti į bažnyčią vieną kartą sekmadienį И даже там иногда читать Библию и с ней даже соглашаться. ir kartais skaityti Bibliją ir netgi sutikti su tuo, kas ten parašyta. Многие ставят галочку, говорят, все, достаточно. Kažkas netgi varnelę uždeda tokią, kad nu viskas pakanka. Я в церкви, в Бога вроде верю. Aš bažnyčioje, atrodo, tikiu Dievu. Такой минимум для спасения выполнен. Toksai minimumas išsigelbėjimui Закон выполнен. padarytas. Закон выполнен. Ir įstatymas yra įvykdytas. Но в Библии есть пример такого человека, Bet Biblija turi tokį žmogaus pavyzdį, который писал, что по правде законной я непорочный. kuris rašė, kad pagal įstatymo reikalavimus aš esu be priekaištų Ко мне не подкопаешься. ir neprisikabinsi. Вот этот совершенный закон, он не имеет ко мне никаких вопросов. Ir va tas tobulasis įstatymas neturi man jokių klausimų, Однако исполнение этого закона bet to įstatymo vykdymas и непорочность перед этим законом ir neprikaištingumas не помешал этому человеку гнать церковь и убивать верующих людей. nesutrukdė tam žmogui persekioti bažnyčią ir žudyti tikinčių žmonės. И мы говорим о человеке, о Павле, который из-под пера которого вышла треть, наверное, Нового Завета. Ir mes kalbame apie apaštalų Paulių, kuris parašė turbūt trečdalį Naujojo testamento knygų. Так что остается у нас? Зачем следовать? Tai kasgi mums lieka? Чему верить? Сердцу своему? Ko mes turime tikėti savo širdimi Мнению окружающих? arba nuomonę mūsų pačių žmonių, Какой-то народной мудрости? arba tikėti kažkokią liaudišką išmintimi, Да и даже, может, закону? arba įstatymu, Но и он работает всегда не так, как должен работать. bet ir įstatymas veikia ne visada taip, kaip turi. И вот здесь я хотел бы вернуться к этой беседе Ir čia aš norėčiau sugrįžti prie to Петра и pokalbio Иисуса на берегу этого озера. Petro ir Jėzaus ant ežero kranto. В Евангелии от Иоанна, 21 глава, 15 стих написано: Evangelijoje pagal Joną 21 skyriuje 15 eilutė parašyta. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих». Ir papusryčiavus Jėzus paklausė Simono Petrą: Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane labiau už šitos? Ir tas atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Ir Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. О чем здесь говорится? Apie ką čia kalbama? А здесь говорится о том, что ты, если любишь Иисуса, если ты любишь Иисуса, ты все сделаешь правильно. Ir čia kalbame apie tai, kad jeigu tu myli Jėzų, tai viską padarysi teisingai. Самое ценное, что есть у Христа здесь на земле, это церковь Его. Vertingiausias dalykas, kurį Kristus turi čia žemėje, yra bažnyčia. Вы помните, для чего пришел Христос на землю? Ar prisimenate, dėl ko Kristus atėjo į žemę? Для чего пришел Иисус в мир? Kam Jėzus atėjo į pasaulį? Вы не знаете для чего? Jūs nežinote, kam? Написано, что Иисус пришел в мир. Так и написано. Спасти грешников. Taip yra ir parašyta, kad Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių. Такая базовая истина, в которой начинают учить в воскресной школе. Tai Иисус пришел спасти грешников. Pagrindinė tiesa, kurios mokama netgi sekmadienio mokykloje. И церковь — это спасенные грешники. Ir бывшие bažnyčia грешники. yra buvę nusidėjėliai, kurie yra išgelbėti. Если кто-то пришел сюда ангелов найти, Ir jeigu kažkas atėjo čia tikėdamasis rasti то angelų, это не то место. tai yra ne ta vieta. Здесь находятся грешники, которые были спасены Иисусом Христом от своих грехов. Čia yra nusidėjėliai, kurie buvo išgelbėti Jėzaus Kristaus iš savo nuodėmių. И все мы, призванные Богом, мы призваны к тому, чтобы заботиться о Его церкви. Ir mes visi esame pašaukti Dievo ir pašaukti tam, kad rūpintumėmės jo bažnyčią, Чтобы заботиться друг о друге. kad rūpintumėmės vieni kitais. Апостол Павел говорит, что мы сильные, верующие люди, мы должны носить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ir apaštalas Paulius sako, kad mes stiprieji turime panešti silpnųjų silpnybės ir stengtis ne savo pataikauti, bet daryti tai, kas silpniesiems bus į gerą. Бог доверяет Петру свою церковь. Ir Dievas patikėjo Petrui savo bažnyčią. Паси агнцев моих, то есть ты паси овец моих, овечек моих. Ganyk mano avinėlius, tai vadinasi, ganyk mano avis. Будь таким пастырем для них, Būk toks ganytojas, если ты любишь Иисуса. jeigu tu myli Jėzų.
И это главный вопрос, на который надо ответить себе и Богу сегодня. Ir tai yra svarbiausias klausimas, į kurį reikia atsakyti šiandien ir savo, ir Dievui. Люблю ли я его? Ar aš jį myliu? Потому что это самая правильная модель для жизни. Nes tai yra teisingiausias modelis gyvenimui. И апостол Павел пишет, что в послании к Ефесянам 4:21 он пишет: «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе». Ir apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo, kad todėl, kad jūs girdėjote apie jį ir jame mokėtės, tai nes todėl, kad tiesa yra Jėzuje. Если ты любишь Иисуса, Jeigu tu myli Jėzų, ты будешь стремиться узнать о нем больше. tu stengsi sužinoti apie jį dar daugiau, Там, находясь в общении с ним, в молитве, в чтении слова, bendraudamas su juo, skaitydamas žodį, твой характер будет меняться, и ты будешь становиться похожим на него. tavo charakteris keisis ir tu vis labiau būsi panašus į И jį. тот же апостол Павел призывает, чтобы у нас были такие же чувства, как в Иисусе Христе. Ir tas pats apaštalas Paulius kviečia mus būti tokiems, turėti tokį nusistatymą kaip Kristus. И это не происходит само по себе, оно вытекает из таких близких отношений с Ним. Ir tai savaime neatsiras, nes tai kyla iš tokių artimų su jo santykių. На домашней нашей церкви мы рассуждаем сейчас над Евангелием от Марка. Ir mūsų namų grupelėje mes dabar svarstom apie Evangeliją pagal Morkų. И там был такой случай, когда Иисус напомнил окружающим его людям, фарисеям, которые к Нему пришли, Ir ten buvo toks atvejis, kai Jėzus priminė jį supantiems žmonėms ir fariziejams, kurie atėjo, о случае, который произошел с Давидом. apie tą įvykį, kuris atsitiko Dovydui, Как Давид там со своими людьми, они проголодались, kai Dovydas su savo žmonėmis labai išalko. и пришли к священнику Ахимелеху, с просьбой покушать что-то. Ir atėjo pas kunigą Achimeliechą su tokiu prašymu duoti kažką pavalgyti. Но там были только хлебы, которые были посвящены Богу, в храме лежали. Bet ten buvo tik tais padėtinė duona, kuri buvo pašvesta Dievui ir turėjo būti šventykloje. И закон говорил о том, что нельзя никому их давать, только священники могли это есть. Ir įstatymas sakė taip, kad niekas negali tos duonos valgyti, tik kunigai. И как ему надо было поступить этому священнику? Ir kaipgi turėjo pasielgti tas kunigas? Поступить по закону Ar pagal įstatymą, или поступить по сердцу, которое подсказывало, что Божьего человека накормить надо? arba pagal širdį, o širdis sakė, kad reikia pamaitinti Dievo žmogų. Как поступить? Kaip pasielgti? И в жизни мы сталкиваемся с множеством похожих вопросов. Ir gyvenime mes susidurime su daugybė panašių klausimų. Как поступить и что выбрать? Kaip pasielgti, ką pasirinkti? Закон говорит одно, сердце говорит другое. Įstatymas sako vieną, širdis kitą. И если следуешь только закону, есть такая опасность стать жестким человеком. Ir jeigu tu žiūrėsi tik įstatymą, tai yra toks pavojus, kad tu tapsi labai toks kietas žmogus. Кто уже давно в церкви, он знает, что даже стихом из Библии можно очень сильно ранить человека. Ir kas jau senai bažnyčioje tą žino, kad netgi eilute iš Biblijos galima labai smarkiai sužeisti žmogų. Да и что говорить, история показывает, что можно взять Библию и просто идти другие народы убивать. Ir mes iš istorijos matome, kad galima pasiimti Bibliją ir eiti žudyti kitų tautų. Можно брать стихи из Библии, манипулировать их, вырывать из контекста. Galima imti eilutes iš Biblijos, manipuliuoti ir ištraukti iš konteksto. И тут даже по закону этого Ахимелеха можно было осудить. Ты нарушил закон. И Так нет, было, нельзя. Pagal įstatymą buvo galima apkaltinti tą Achimelechą, nes jis pažeidė įstatymą. Tai buvo negalima. Потом его, в принципе, и убили за то, что он помогал Давиду. Šiaip jisai ir buvo nužudytas už tai, kad padėjo Dovydui. Но если только будешь следовать своему сердцу, Bet jeigu tik tai seksi paskui savo širdį, есть опасность стать таким сентиментальным очень человеком. yra pavojus, kad tu tapsi sentimentalus žmogus. Ну, кто я такой, чтобы там кого-то судить, о ком-то говорить? Kas aš toks, kad apie kažką svarstyčiau, apie kažką kalbėčiau. Там только Бог, судья. Tik Dievas yra teisėjas. Или как Бог может послать там грешников в ад? Ну, это ж любящий Бог, а его дети. O kaipgi gali Dievas pasiųsti nusidėjėlius į pragarą, jisgi mylintis Dievas, o tai yra jo vaikai. И мое любящее сердце это не может вместить. Ir mano mylintis širdis to negali sutalpinti. Если мы будем слушать только своего сердца, мы будем принимать неправильные и опрометчивые решения. Ir jeigu klausysime vien savo širdies, tai priimsime neteisingus sprendimus. И с мнением общества тоже все не так gladко. Ir su visuomenės nuomonė irgi nėra viskas gerai. И с одной стороны мы читаем, что написано, что горе вам, когда о вас будет говорить там хорошо. Ir iš vienos pusės mes skaitome, kad vargas jums, kai visi apie jūs kalbės tik gerai. А с другой стороны мы читаем, что первая церковь была в любви у всего народа.
O iš kitos pusės mes skaitome, kad pirmoji bažnyčia buvo mylima visos tautos. Что Анания, который молился потом за Павла, он был уважаемым, почитаемым человеком. Kad Ananijas, kuris vėliau meldėsi už Paulių, jisai buvo visų gerbiamas žmogus. И весь иудейский народ его одобрял, который жил в Дамаске. Ir visa judėjų tauta, kuri gyveno Damaske, jam pritarė. А Тимофею Павел пишет, что епископ, он должен быть человеком, у которого претензий нету со стороны окружающих людей. O Paulius Timotėjui rašė, kad viskupas turi būti žmogus, kuriam nekyla pretenzijų. Такое доброе свидетельство от внешних, как написано. Ir yra parašyta, kad turi būti geras liudijimas iš kitų žmonių. Когда выбирают пастора или там епископа, Kai išsirenkamas yra pastorius arba viskupas, интересно, ходят потом по соседям, окружающим, спрашивают, какое ваше мнение о нем. įdomu, ar vaikšto per kaimynus, ar klausinėja, tai kokią nuomonę turite apie jį. И с одной стороны мы говорим, что мы как бы сами по себе, у нас закон Божий, у нас Дух Святой в сердце. Ir iš vienos pusės mes sakom, kad mes patys savo gyvenam, nes turim Dievo įstatymą širdyje. А с другой стороны, Святая Двася. Библия говорит о том, что если внешне окружающие люди имеют к тебе претензию, то ты не можешь быть епископом, и Да. диаконом, и пастором. Bet iš kitos pusės Biblija sako, kad jeigu ne bažnyčioje žmonės turi tau pretenzijų, tai tu negali būti nei diakonas, nei viskupas, nei pastorius. И как это соотнести с тем, что когда апостол Павел говорит, если бы я до ныне угождал бы там людям, то не был бы рабом Христовым. Ir kaip tai susijęti su tuo, kad Paulius rašo, jeigu aš iki šiol stengčiausi įtikti žmonėms, tai nebūčiau Kristaus vergas. И иногда апостол Павел говорит, что переносит страдания безмолвно, а иногда заявляет о своих правах. Ir kartais apaštalas Paulius kenčia tiesiog tylėdamas, o kartais tiesiog staigiai pasako, kad jis turi tam tikras teises. На что ориентироваться, какую модель поведения выбрать? Į kągi mes turime orientuotis ir kokį elgesio modelį pasirinkti. И сейчас популярны такое понятие, как алгоритмы принятия решений, то есть последовательность, как правильно принять правильное решение. Ir dabar populiarūs tokie sprendimų prieimimo algoritmai, tai yra tokia seka, kaip mums priimti teisingą sprendimą. Поступай так, и ты будешь успешен. Pasielk taip, taip ir šitaip, ir tu turėsi sėkmę. И с одной стороны это правильно, Ir iš vienos pusės tai yra teisinga, так как бы хаотично болтаться по жизни это тоже неправильно. nes taip chaotiškai gyventi irgi nėra teisinga. Хорошо, если есть какой-то план, какая-то стратегия, Gerai, jeigu tu turi kažkokį planą, kažkokią strategiją, но если ты называешься христианином и не любишь Иисуса Христа, bet jeigu tu esi krikščionis, bet nemyli Jėzaus Kristaus, ты просто запутаешься между своим сердцем, то, что говорят окружающие люди, и законом. tu tiesiog susipainiusi tarp to, ką sako tau tavo širdis, ką sako įstatymas ir supantis žmonės. И поэтому Новый Завет и говорит самую главную истину, что истина в Иисусе. Ir todėl Naujajame testamente yra įrašyta svarbiausia tiesa, kad tiesa yra Jėzuje. И Иисус как-то сказал, что «Я есть путь, и истина, и жизнь». Jėzus kažkada buvo pasakęs, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, Потому что только Он — это правильная дорога в этой жизни. nes tik jis yra teisingas kelias šiame gyvenime. Поэтому Он спрашивает, любишь ли ты меня? Ir todėl jisai klausia, ar tu myli mane. Если ты Его любишь, Jeigu tu jį myli, ты узнаешь Его в желании своего сердца. tu pažinsi jį iš savo širdies norų. Ты услышишь Его слова в том, как о тебе говорят, или что тебе говорят окружающие люди, в мнении окружающих людей. Tu išgirsi jo žodžius, kai klausysi tave supančių žmonių nuomonės. Потому что иногда мнение окружающих людей более правильное, чем Не. твое мнение. Nes kartais tave supančių žmonių nuomonė yra labiau teisinga nei tavo nuomonė. Если ты любишь Его, ты увидишь Его в словах Писания. Ir jeigu tu myli jį, tu pamatysi jį rašto žodžiuose. В тех словах, которые вот для этого соседа, они безумство. Ir tuose žodžiuose, kurie tavo kaimynui gal atrodys kaip kvailystė, А ты там услышишь слова Божьи. o tu ten išgirsi Dievo žodžius. И в книге Откровения Иисус упрекает Эфесскую церковь в том, что они оставили первую свою любовь. Ir apreiškimo knygoje Jėzus priekaištauja Efezo bažnyčiai, kad jį paliko savo pirmąją meilę. А в послании к Коринфянам апостол Павел говорит еще более радикально. O laiške korintiečiams Paulius dar labiau radikaliau kalba. Знаете, как он говорит? Žinote, kaip jisai sako? Кто не любит Господа Иисуса, Kas nemyli viešpaties Jėzaus Kristaus, анафема, tebūne prakeiktas. да будет проклят, да будет отлучен. Tebūne prakeiktas.
Когда вы слышали такую причину для отлучения от церкви? Ar kada girdėjot tokią priežastį, kad būtum atskirtas nuo Этот bažnyčios? человек разлюбил Иисуса Христа. Tas žmogus nustojo mylėjęs Jėzų Kristų. Я не слышал ни разу. Aš niekad nesu girdėjęs. Разлюбил Иисуса, вычеркиваем тебя из членов церкви. Nebemylė Jėzaus, tai viskas, nebesi bažnyčios narys. Поэтому это так важно. Todėl tai yra labai svarbu. Ты можешь выбирать, зачем следовать, прислушиваться к своему сердцу, к мнению окружающих или Библию читать. Tu gali pasirinkti paskui, ką seksi, tu gali klausytis savo širdies, klausytis aplinkinių žmonių nuomonės arba skaityti Bibliją. Но если Иисус в твоей жизни отошел на второй план, то ты заблудишься. Bet jeigu Jėzus yra tavo gyvenime antrame plane, tai tu pasiklysi. Как спасается человек, верой или делами? Kaip žmogus yra išgelbėjamas? Ответьте на этот вопрос. Как спасается человек, верой или делами? Tikėjimu ar darbais? Atsakykite savo šitą klausimą. И когда мы читаем апостола Павла, он говорит, что человек спасается верой только. Ir kai mes skaitome apaštalo Pauliaus laiškus, jisai rašo, kad žmogus išsigelbėja tik tais tikėjimu. А потом мы читаем апостола Иакова, и он говорит, а что вера без дел мертва. O vėliau mes skaitome Jokūbo laiškus ir jis sako, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Так кто из них прав? Tai kas yra teisingas? Они же спорят друг с другом. Jiegi ginčiasi vienas su kitu. А истина в Иисусе. Tai tiesa yra Jėzuje. Потому что когда апостол Павел смотрел вот на этих вот верующих, которые говорили, у нас есть закон, наш отец там Авраам, у нас обрезание есть. Kai apaštalas Paulius žiūrėjo į tuos tikinčiuosius, kurie sakė, kad mes turime įstatymą, mūsų tėvas yra Abraomas, mes turime apipjaustymą. И говорит, что вам нужно тоже это иметь, вам тоже нужно обрезываться. Ir jis sako, taip pat ir jūs turite apsipjaustyti. И тогда апостол Павел говорит, что это не важно для спасения. Ir apaštalas Paulius tada sako, kad tai išsigelbėjimui nėra svarbu. Важна вера. Svarbu yra turėti tikėjimą. Апостол Иаков, когда он смотрел на церковь, Ir apaštalas Jokūbas, kai žiūrėjo į bažnyčią, и когда он видел, когда там отношение было особо к богатым людям, ir kai jisai matė, kad ten buvo toks kitoks požiūris į turtingus žmonės, когда им какое-то особое место показывали, вот, пожалуйста, проходи сюда, садись. kai turtingiesiems buvo suteikiama ypatinga vieta, А эти богатые люди потом там не платили зарплату работникам, o tie turtingi žmonės vėliau nemokėjo algos savo darbininkams проценты зарабатывали. ir uždirbdavo palūkanas. И что надо было сказать, что нет, дела абсолютно не важны, только вера важна, главное верить. Ir ką, ar reikėjo pasakyti, kad darbai nėra svarbus, svarbu turėti tikėjimą. Поэтому он говорил, плачьте и рыдайте. Todėl jisai sako, raudokite ir verkite. И вера без дел мертва. Ir tikėjimas be darbų miręs. Надо было сказать, что дела не важны. Tai gal reikėjo pasakyti, kad darbai nėra svarbus. Поэтому Иисус Навин, Ir todėl Jozuė, когда он говорил, убеждал народ и завещал народу, kai jisai kalbėjo tautai ir įtikinėjo ją, он говорил, всячески старайтесь любить Господа, Бога jisai вашего. sakė, visaip stenkitės mylėti viešpatį jūsų Dievą. Старайтесь, прилагайте усилия. Stenkitės, dėkite pastangas, Потому что любовь – это труд. nes meilė yra darbas. И человек, любящий Бога, совершающий труд, он понимает саму суть закона. Ir žmogus, kuris myli Dievą, kuris vykdo tą darbą, jisai supranta pačią įstatymo esmę. И для него Петр и Иаков, они не спорят друг с другом, они говорят об одном и том же. Ir jam Petras, Jokūbas, jie nesiginčia tarpusavėje, jie kalba apie tuos pačius dalykus. Они любящие Христа, он может взять этот закон и превратить его в оружие. Jie myli Kristų ir gali paimti tą įstatymą ir paversti ginklu, Который будет наносить вред и урон ему самому и окружающим людям. Tas ginklas gali sužeisti ir jį patį, ir supančius žmonės. Поэтому я хотел бы сегодня вот оставить это завещание Иисуса Навина каждому из нас. Ir todėl aš norėčiau pateikti tokį Jozuės paliepimą kiekvienam iš mūsų. Старайтесь любить Господа. Stenkitės mylėti viešpatį, Прилагайте усилия. dėkite pastangas. В следующий раз, когда буду проповедовать, мы будем говорить о том, какое усилие и что я могу для этого сделать. Ir kitą kartą, kai aš pamokslausiu, mes pakalbėsime, kokios tai turi būti pastangos ir ką aš galiu padaryti. Ну а как проверить сегодня, люблю ли я Иисуса Христа? O kaip šiandien patikrinti, ar aš myliu Jėzų Kristų? Мы можем прислушаться к своему сердцу и услышать то, что оно говорит. Mes galim paklausyti savo širdies ir išgirsti, ką jis sako. Написано, что если сердце обличает меня, то тем более Бог. Ir yra parašyta, kad jeigu širdis tave kaltina, tai to labiau Dievas. Но если у тебя мир в сердце, Bet jeigu tavo širdyje ramybė, это уже один плюс.
tai jau pliusas. Что говорят обо мне окружающие люди? Ir ką kalba apie mane supantys žmonės? Если я читаю Библию, у меня мир в сердце, но вокруг люди страдают от меня, Jeigu aš skaitau Bibliją ir mano širdyje yra ramybė, bet žmonės aplinkiniai kenčia, то, наверное, я не прав. tai turbūt aš nesu teisus. И что-то какие-то есть проблемы у меня с Богом. Ir aš turiu kažkokių problemų su Dievu. Люблю ли я Слово Божие? Ar aš myliu Dievo žodį? Читаю ли я, узнаю ли я о Боге? Ar aš skaitau, ar aš sužinau kažką naujo apie Dievą? Мы можем проверить себя, в каком мы состоянии сейчас находимся перед Богом, и люблю ли я Его. Mes galim patikrinti save, kokia mano būsena prieš Dievą, ar aš jį myliu. Если мы услышим у себя, что да, я люблю Тебя, Господи, Ir jeigu mes išgirsime taip, aš myliu tave viešpatie, Бог будет тебе доверять. tai Dievas tavimi tikės И доверять самое ценное. ir patikės tau vertingiausius dalykus. Поэтому благословит нас Господь Ir te palaimina mus viešpats проверить свое сердце. patikrinti savo širdį. И если мы чувствуем, что есть проблемы, Ir jeigu mes jaučiame, kad turime problemą, сегодня самое время помолиться об этом. šiandien yra pats laikas pasimelsti apie tai. Апостол Петр, помните, он даже, когда Иисус спросил ему 3 раза, он расстроился. Apaštalas Petras, jeigu prisimenat, kai Jėzus jo 3 kartus paklausė, net nusiminė, Он говорит, да, Господь, я люблю Тебя, конечно, я люблю Тебя. jisai sako, taip viešpatie, nu aš tikrai tave myliu. И, возможно, кто-то еще не принял это решение идти за Богом. Ir galbūt kažkas dar nepriėmė sprendimo sekti paskui Кто-то, Dievą. может быть, как первый раз слышит об Иисусе, вот когда Иисус призывает, и он первый раз это слышит, он, как апостол Петр, начинает идти за Ним. Ir galbūt kažkas pirmą kartą girdi, kad Jėzus jį šaukia ir kaip apaštalas Petras buvo kviečiamas sekti paskui jį. Еще как-то о любви еще речь не идет. Ir apie meilę net nėra kalbos. Я сегодня только первый раз о Нем услышал. Aš pirmą kartą apie jį išgirdau. И Иисус — это путь истины и жизни, это правильный путь, по которому идти. Tai Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai teisingas kelias, kuriuo turi eiti. Идя за Ним, любя Его, ты не ошибешься в жизни. Ir sekdamas paskui jį ir mylėdamas jį, tu niekada nesuklysi. Это не значит, что не будет проблем и трудностей каких-то, и падений. Tai nereiškia, kad nebus problemų ir sunkumų ir polimų, Но ты всегда будешь на правильном пути. bet tu visada būsi teisingame kelyje. Той жизни, которая закончится не смертью, Ir tai bus gyvenimas, kuris pasibaigs ne mirtimi, но продолжением жизни в вечности уже с Богом. bet tas gyvenimas tęsis amžinybėje su Dievu.